Здравствуйте, коллеги. Я очень рада сегодня рассказать о том, чем мы занимаемся, но перед тем, как я начну это делать, мне бы хотелось отказаться от этих условностей и формальностей и рассказать о том, что я на самом деле самоменеджер. Вот. Библиотеку иностранной литературы мы, любя, называем иностранкой. Вот. То есть иностранка – это точно такой же бренд, как и библиотека иностранной литературы. Давайте приступим к моему докладу. Так. Ну, Мгм. Мы сейчас ждем, когда подключится ваша презентация. Мгм. Так, все, мы Ам, видим презентацию, можно мгм. начинать. Мой доклад называется «Космос иностранки. Как найти свою планету». Забегая вперед, скажу, что сегодня мы пройдемся, возможно, только по верхушкам айсберга, но мне бы хотелось, чтобы этот час мы провели максимально продуктивно, максимально полезно, поэтому я буду очень благодарна каждому слушателю, если вы подготовите телефоны, потому что большинство слайдов и большинство примеров и кейсов, которыми я сегодня буду делиться, будут снабжены QR-кодами для того, чтобы мы с вами сразу перешли к практике, скажем так. Вот, поехали. Миссия иностранки в медиапространстве, конечно же, это повышение престижа чтения, раскрытие многонациональной культуры России за рубеж, создание среды для самостоятельного развития человека и формирование критического мышления, основанного на достоверных источниках. Это такая наша глобальная миссия, и, конечно же, у нас есть для этого инструменты. Социальные сети являются одним из основных таких инструментов. Вот, собственно, об этом я буду рассказывать дальше. Так, давайте этот слайд мы пропустим и перейдем непосредственно к моим задачам, среди которых есть помощь в ведении социальных сетей культурных центров библиотеки иностранной литературы. Это продвижение космоса иностранки. Давайте разберемся, что вообще такое космос. Расскажу, как вообще появилась эта метафора. Безусловно, тут есть моменты вдохновения и момент определенных задач, которые стояли перед нами. Нам очень важно во всей нашей деятельности показывать о том, что библиотека иностранной литературы – это очень-очень большая библиотека, это культурное учреждение, которое соединяет в себе очень много разных культур и, собственно, создают тот контекст, в котором диалог культур возможен. Вот. Поэтому почти у каждого культурного центра библиотеки иностранной литературы есть свои социальные сети. Сразу перейдем к цифрам. Культурных центров у нас очень много. 13 из них имеют свои площадки в социальных сетях. Вот, всего 24. Вот, наша аудитория на данный момент, я собирала эту аналитику несколько дней назад, была больше 52 тысяч. Что принципиально важно в этом контексте рассказать? Потому что наша цель привлекать на свои площадки качественную аудиторию. То есть мы стремимся к тому, чтобы формировать комьюнити. Конечно, я занимаюсь продвижением в первую очередь основных аккаунтов библиотеки иностранной литературы во ВКонтакте и в Телеграме. Вот. Как бы я формирую комьюнити, но еще более локальное комьюнити, конечно же, обитает, существует на площадках социальных сетей центра. Социальное ранжирование аудитории, конечно же, это в первую очередь культуры, продвижением которых занимаются культурные центры, их языки. У нас, не знаю, есть Ибероамериканский культурный центр, есть Центр славянских культур, есть Центр детской книги, не знаю, есть Центр культуры англоязычных стран, и о многих из них я сегодня расскажу. Конечно, обо всех рассказать не получится, потому что это очень-очень много, и час может не хватить. Вот. Но самое главное, самое нужное и самое интересное мы сегодня с вами узнаем и рассмотрим. Лягушки, слоны и книжные жемчужины. У каждого культурного центра есть свои форматы.
Причем тут лягушки и слоны? Так сложилось, что у нескольких культурных центров библиотеки иностранной литературы есть свои талисманы, символы. Собственно, они занимают все-таки важную часть в вещании социальных сетей. Вот. Но помимо этого, конечно же, есть и более функциональные задачи, которые выполняют социальные сети. Конечно же, анонс событий, потому что ежедневно в нашей библиотеке проходит 5, 7, иногда больше событий, и каждый из них нуждается в анонсировании. Собственно, культурные центры занимаются созданием этих мероприятий. Конечно же, они заинтересованы в том, чтобы их аудитория знала о том, что то или иное событие проходит в библиотеке сегодня, завтра или, возможно, через неделю. Раскрытие фондов. Помимо мероприятий, важную роль, конечно же, занимает раскрытие фондов. У нас фонды очень богатые, это несколько миллионов, это книжки на 153 языках мира. Это очень важно, здорово и ценно. И нам очень важно, чтобы люди знали о том, что вот эти уникальные книжки они могут взять у нас. Вот. Мемы и талисманы – это понятно. И, кстати, мы сегодня обратимся к этому более детально, под лупой, так сказать, рассмотрим. Вот, и тематический рубрикатор. Безусловно, существуют какие-то рубрики, которые выполняют задачи, функции, и которые я перечислила выше, но помимо этого существует развлекательный контент, вот, скажем так, который существует для того, чтобы аудитории было более комфортно с нами общаться. Центр междисциплинарных исследований, она же междисциплинарка. Почему я написала в кавычках междисциплинарка? Потому что мы про ЦМИ говорим именно так, и наша аудитория говорит именно так. Их талисман – это лягушка. Провела небольшое исследование, как вообще появился такой талисман. Да? На самом деле просто полюбились лягушки, и каждую среду коллеги из Центра междисциплинарных исследований выкладывают мемы. На самом деле, помимо всего прочего, они еще не забывают о пользе, потому что польза – это ключевой аспект существования любого контента, который выходит в социальных сетях библиотеки иностранной литературы, будь то основной это аккаунт или аккаунты центров. И сейчас там собраны какие-то очень важные новости, горячие новости, не знаю, там важные мероприятия, фестивали и прочие ключевые события недели или месяца. Говоря о Центре междисциплинарных исследований, хочется отдать коллегам должное, потому что они в формировании локального комьюнити, конечно, очень преуспели. Если описывать какими-то эпитетами их телеграм-каналы ВКонтакте, это, конечно же, супер дружелюбная атмосфера, которая, знаете, очень сильно мотивирует для того, чтобы приходить в этот центр, чувствовать себя в нем как дома. Но помимо всего прочего, там еще и собрана просто потрясающая коллекция книг Вячеслава Иванова. Вот. На самом деле книги лично мои, я их очень сильно люблю. Вот. Специально даю QR-код для того, чтобы мы могли, простите, не люблю это слово, но скажу его, посерфить по их телеграмму и увидеть, о чем вообще я говорю. Вот. Что самое еще интересное, у них есть младший легионер. Младший легионер – это Людмила Феноменова, человек, который занимается их социальными сетями, которая горит, вкладывает в эту душу. И, собственно, вот тот самый нужный контекст, да, в который вписывается в их коммуникационную стратегию, осуществляет. Вот. Младший легионер – тоже бренд. Мила, если ты это смотришь, я передаю тебе большой привет. Центр культур англоязычных стран иностранки. Что я могу сказать про их социальные сети? Коллеги очень трепетно относятся к тому, что они делают. У них определенно существует их tone of voice. Так, что-то запикало. Возможно, мне показалось. Я продолжу. У них определенно существует свой tone of voice. Скажем так, они тоже формируют тот контекст, в котором их аудитория будет обращаться к их книжным фондам и к их событиям. У них есть свой талисман. Талисман – это код Дьюи. Я предлагаю вам посмотреть историю
этого талисмана. Если вдруг вы не сможете по каким-то причинам перейти по QR-коду, я расскажу сама. Кот Дьюи это реальная история кота, если я не ошибаюсь, в штате Айова в США. Его подбросили в библиотеку. Вот, там он так и поселился. Вот, у нас, конечно же, живого кота нет, у нас есть замечательная игрушка. Вот. Кстати, коллеги свой талисман на самом деле неплохо пропиарили, и у нас в рамках одного из фестивалей был конкурс «Нарисуй Дьюи». Заявок было очень много, люди действительно прониклись этим, и очень здорово, что коллеги смогли попасть вот в эту точку. Вот. Сейчас я вам рассказываю, немножко прерву себя, рассказываю вам о том, чем занимаются некоторые из культурных центров библиотеки иностранной литературы в социальных сетях, но позже я сфокусируюсь на том, как именно я лично в своей деятельности помогаю им увеличивать свою аудиторию, как они уживаются в рамках наших социальных сетей, главных аккаунтов. Вот. Но об этом позже. Центр детской книги и детских программ. У коллег тоже есть, скажем так, их бренд, он называется «Детский зал иностранки», хотя фонды детского зала, их деятельность на самом деле выходит гораздо больше, выходит за рамки вообще понимания детской литературы. У них очень большие фонды, посвященные иллюстрации, книжки там есть действительно здоровские, безумно интересные и безумно красивые. Вот. Коллеги ведут свои площадки в такой несколько открытой форме. Они очень часто показывают их целевую аудиторию, детей, их замечательные, чудесные, счастливые лица, потому что дети приходят в библиотеку иностранной литературы действительно получать новые знания. Сотрудники центра не только в социальных сетях, но и в своем физическом существовании очень открытые, в общем-то, скажем так, идеальные. Вот. У них тоже есть свой символ. Это слон Элмер. Мы с вами чуть попозже посмотрим видео, которое коллеги сделали про Элмера. Элмер появился в статусе их талисмана не просто так. В действительности в нашей библиотеке есть подарок. Подарок от Индиры Ганди. Это слон, который привезли нам из Индии. Вот. И Элмер как будто бы немножко потомственный слон в качестве символа библиотеки, детского зала библиотеки. Вот. Это узнаваемый образ. Коллеги часто его используют на каких-то визуальных носителях, не знаю, там в афишах, на баннерах и прочее, потому что это считываемый образ. Вот. Посмотрим видео, я надеюсь, что оно загрузится. Уже давным-давно слон Элмер мечтал стать читателем детского зала библиотеки иностранной литературы. У Элмера слишком большой рюкзак. Перед входом в библиотеку его нужно сдать в камеру хранения. А вам какой? Оказавшись в холле второго этажа, Элмер увидел, как добрый Владимир Евгеньевич подсказывает кому-то дорогу. Вам надо повернуть по вашу левую переднюю лапу.
Доблестные сотрудники детского зала всегда готовы прийти к вам на помощь, поэтому Татьяна Борисовна помогает Элмеру рассмотреть нашу выставку. При входе в детский зал нужно обязательно показывать свой билет. Центр редкой книги или коллекции вселенной Гутенберга. Коллеги, конечно, не представлены в Телеграме, только во ВКонтакте. Вот. Собственно, я думаю, примерно понятно, какие фонды у этого центра. Они поистине уникальные, они безумно красивые, и более того, с этими фондами можно взаимодействовать. Вот, то есть приходить, заказывать, читать их, смотреть, исследовать. Вот. Несмотря на то, что коллеги представлены только на одной площадке, при этом они точно так же вслед за другими центрами выполняют полный спектр задач в социальных сетях. Они анонсируют мероприятия и рассказывают о своих фондах, конечно же, для того, чтобы рассказывать о своих инфоповодах. О своих фондах коллеги выискивают какие-то инфоповоды, в рамках которых они смогут раскрывать свои фонды. Коллеги делают самостоятельно все фотографии. Вот. Тексты, которые они пишут, будучи не СММ-менеджерами и не редакторами, на самом деле на очень высоком уровне, и это заслуживает очень большого уважения. Вот. Центр редкой книги коллекции вселенной Гутенберга пространство поистине уникальное, потому что у нас представлен печатный станок, понятно, что его модель, а не сам печатный станок. Вот. Давних-давних времен и проходят мастер-классы, в которых человек может почувствовать себя, не знаю, почувствовать себя героем каких-то далеких-далеких времен и самостоятельно выполнить книгу. Вот. Я продолжу, пожалуйста. Центр славянских культур иностранки. У коллег очень много рубрик. Несмотря на высокую загруженность, коллеги постоянно изобретают новые форматы. У них даже есть какие-то плейлисты, посвященные тематике их центра, то есть славянским культурам. Вот одна из моих самых любимых рубрик – это «Книга недели». Вот. Все эти книги, конечно же, находятся в Центре славянских культур, их можно заказывать, с ними можно взаимодействовать, их можно читать. Вот. Центр славянских культур очень активно ведет свои социальные сети. Не существует дня, когда их присутствия бы не было. Как мы знаем, для социальных сетей это очень важно, быть постоянно на связи со своей аудиторией. Вот. Поехали дальше. Как я уже говорила, без преувеличения, сотрудники библиотеки очень талантливые, они постоянно даже не то чтобы находят, они создают свои проекты. Вот. В этом году в библиотеке иностранной литературы открылся Центр творческого развития. Проще это студия звукозаписи, студия видеомонтажа, где можно записывать подкасты. Вот. Помимо прочего, что там можно делать. Вот. Центр действительно редкий и очень значимый для нашей библиотеки, потому что мы и видеокурсы делаем, мы работаем с большим объемом видео разного формата. Вот. Но остановимся на подкастах. Коллеги из Центра междисциплинарных исследований, или, как мы уже знаем, это междисциплинарка, создали подкаст «О чем говорят библиотекари». Сейчас закончился первый сезон и будет второй сезон. Такие проекты призваны показать, что библиотекари – это живые люди, и мы работаем в библиотеке не потому, что так случилось, а потому что мы очень любим читать, мы очень ценим книжную культуру, нам очень хочется об этом рассказывать в каком-то очень доступном, дружелюбном, открытом формате. Вот. Я искренне рекомендую вам перейти по QR-коду для того, чтобы самостоятельно познакомиться с тем, что делает междисциплинарка. Это очень, простите меня за это слово, круто,
классно и значимо. И сразу же я расскажу вам о втором подкасте. Они, с одной стороны, возможно, чем-то похожи, но при этом они очень-очень разные. Это подкаст, который делает Центр культуры англоязычных стран. Он называется «Беседы с Лао Цзи». Его героями тоже являются библиотекари. Давайте в этот момент я перейду на другой слайд. Его героями тоже являются библиотекари. Они разговаривают на самые разные темы. Конечно же, они разговаривают о книгах, о том, как они приняли решение устроиться в библиотеку. И очень классно, что в этих подкастах библиотекари показывают, какие они вообще есть. Вот, какие они, не знаю, интеллектуально прокачанные, жадные до новых знаний, готовы этим делиться. Вот. Я тоже надеюсь, что вы перейдете по QR-коду и познакомитесь и с этим подкастом. Вот, поехали дальше. Ну и разумеется, Библиокухня. Еще один специальный проект библиотеки иностранной литературы. Его делает моя замечательная коллега Анна Ерхова, делает его под своим творческим псевдонимом Леонора Щец. Она работает со мной в пресс-службе библиотеки иностранной литературы, кроме того, она журналист, практикующий переводчик. Вот. Ведет она детективное расследование фондов библиотеки иностранной литературы. Чуть позже я расскажу о том, какие существуют форматы. Вот. Форматы. Это посиделки, аперитив и судьба книг. Посиделки – это на самом деле очень-очень большая журналистская работа, которая выполнена не только на высоком профессиональном уровне, но и с большой частичкой Аниной души. Надеюсь, что она услышит это. Да, это серия интервью с сотрудниками иностранки и современными писателями. Героями проекта уже стали скандинавист и библиограф Борис Ерхов. Борис Ерхов проработал в библиотеке иностранной литературы очень-очень-очень много лет. По секрету скажу, что это дядя Ани. Аня, получается, потомственная переводчица. Вот, конечно, из этого интервью мы узнаем о том вообще, что, о чем как бы при обычном посещении библиотеки человек никогда не узнает. И о том, какая библиотека была очень-очень много лет назад. Еще одним героем стал книжный блогер и шеф-редактор студии Артемия Лебедева Денис Песков. Вот. И еще одним героем, прошу прощения за тавтологию, стал писатель-литературовед, номинант на Дублинскую премию Евгений Водолазкин. И поводом к встрече с Евгением стала, собственно, номинация его романа «Брисбен» на Дублинскую премию. Напомню, что библиотека иностранной литературы является единственным учреждением, которое подает номинантов на эту премию. Аперитив. Короткие видео с удивительными книжными находками. Не скрою, что этот формат, он, наверное, больше эстетический, он вовлекает своей простотой и красотой и, собственно, не призван как бы загрузить, наоборот, призван разгрузить человека, потому что, прошу прощения, за такие mood-видео, хотя мне очень не нравится эта формулировка, но тем не менее. Вот. Судьба книг. Это исследование уникальных фондов библиотеки иностранной литературы в формате видео. Героями этой рубрики стали книги, которые издаются в том числе и библиотека иностранной литературы. Например, это был билингвальный комикс «Петр I». Вот. Собственно, библиокухня, она максимально интегрирована в деятельность библиотеки иностранной литературы, в нашу глобальную миссию в медиапространстве. Но, вы знаете, не существует, мне кажется, никаких слов, которые смогут также ярко, красочно передать то, что делает Аня, кроме самих видео. И поэтому я даже, наверное, по-человечески рекомендую вам познакомиться с тем, что делает Аня самостоятельно, потому что уверена, что вы совершенно очаруетесь
ее продуктам. Вот, меньше слов, больше видео. Пожалуйста, библиокухня во ВКонтакте и библиокухня в Телеграме. Выбирайте удобный для вас мессенджер. Знакомьтесь с тем, что делает Аня. Вот, библиокухня – это классно. А теперь мы перейдем к более, мне кажется, наверное, стратегическим вещам, которыми занимаюсь я в рамках своей работы. Я расскажу вам о тех форматах поддержки, которые существуют, потому что мы, с одной стороны, заинтересованы, чтобы у читателей основных аккаунтов иностранки было понимание, что библиотека иностранной литературы – это, прошу прощения, огромный корабль, где существует и живет очень много разных культур, и о том, что прикоснуться к этим культурам они могут здесь, в одном месте. И было бы классно, чтобы они понимали, куда они приходят, в какой центр им нужно обратиться, где им подскажут, увлекут, вовлекут и прочее. Это, конечно, репосты. Перед тем, как я забираю к себе что-то в основной телеграм-канал или во ВКонтакте, конечно же, я отсматриваю то, что публикуют коллеги. Я в целом это отсматриваю. Но когда я забираю в репосты, это служит отдельного внимания, потому что у нас в рамках основных каналов иностранки существует определенный tone of voice, я о нем расскажу чуть попозже. Вот. И нам важно, чтобы каналы сохраняли в этих репостах свою идентичность, но при этом не конфликтовали с тем, что выходит в рамках основных площадок. Конечно же, это отметки. Сразу скажу, что злоупотреблять этим я не рискую, потому что много ссылок, мне кажется, в целом отпугивающая среда для пользователя, слишком много призывов к действию, слишком много побуждения. Все-таки социальные сети – это быстрый формат. Быстрый формат предполагает, что ты сможешь получить всю информацию в одном месте. Вот. Розыгрыши. Розыгрыши, несмотря на то, что это крайне эффективный инструмент по привлечению новых подписчиков на каналы центров, он еще и очень любим пользователями, да, это абсолютно неудивительно, конечно. Вот, мы любим радовать своих читателей, потому что, с одной стороны, это полезно для нас, потому что у нас повышаются показатели вовлеченности, с другой стороны, мы помогаем центрам привлекать на своей площадке новую аудиторию, которая с ними остается. Из таких кейсов, например, совсем недавно с Центром культуры англоязычных стран в рамках фестиваля, которым коллеги занимались, мы разыграли книжку издательства «Дома истории» и привлекли около 70 новых подписчиков в их телеграм-канал. По-моему, это на самом деле неплохой результат. Вот. Навигация по соцмедиа. Тут, конечно же, важно понимать, что мы формируем имидж и работаем с аудиторией не только в офлайне, но и в онлайне. Поэтому каждый читатель, который приходит в тот или иной центр, он, конечно же, получает доступ к актуальным ссылкам на их социальные сети. Вот. Более того, я со своей стороны, конечно же, прикладываю максимум усилий для того, чтобы эта навигация была, возможно, более очевидная, более удобная. Поэтому у нас есть топ-линк, в котором собраны все социальные сети центров. Топ-линк – это в случае Телеграма, ВКонтакте, несмотря на ограниченный функционал виджетов, у нас все равно представлены все центры. Вот. И, конечно же, тот самый пост, который называется «Космос иностранки», который соединяет в себе все центры в любое удобное время. Человек, который задастся вопросом «Иностранка, а что это?», он всегда увидит этот пост и перейдет на него. Теперь немножко о вдохновении и о любви к работе, потому что без этого ничего не может быть. Как я уже сказала, перед нами стоят определенные функциональные задачи, да, стратегические, но вдохновение тоже имеет место быть. И «Космос иностранки» появился вот в том состоянии, в котором он появился, потому что случился день, не знаю, какой контекст более точно, но
Знаете, какие-то очень глубокие чувства я испытала к тому, чем занимаются коллеги, и вообще какая библиотека иностранной литературы классная, насколько я ее люблю. И так появился «Космос иностранки», потому что иначе назвать не получается. Вот. И я считаю, что каждый центр это планета. Это планета со своей системой, со своим населением. Вот. И мне очень радостно, что я сегодня об этом рассказываю. Не репостом единым. Конечно же, вся деятельность, которую мы ведем в социальных сетях на основных наших площадках, призвана поддерживать такую сложную, богатую структуру библиотеки иностранной литературы. Поэтому в рамках наших основных площадок, конечно же, существуют устойчивые рубрики. Устойчивые рубрики, конечно же, родились не просто так. Мы провели исследование аудитории достаточно глубокое, но и при этом оно было не очень большое и тяжеловесное для нашей аудитории. Вот, где мы выяснили, что им нравится, а что им не нравится, о чем они знают, о чем они не знают, на что нам нужно сделать упор, а где стоит немножечко не спешить, не знаю, например, подготовить аудиторию. Вот, такие форматы перед вами. Это событийный дайджест и языковой дайджест. Мы намеренно ранжируем эти мероприятия, потому что событиями плюс-минус все понятно. Это и фестивали, какие-то регулярные циклы, и просто события, которые проходят в рамках инфоповодов, их очень много. И моя задача, как человек, который все-таки занимается маркетингом, не оставлять без внимания ни одно событие, хотя всегда нужно помнить о том, что как бы социальные сети, библиотеки — это, там, не знаю, не новостной агрегатор, не доска объявлений, но при этом каждое событие заслуживает внимания, потому что это делают наши коллеги, эти события призваны знакомить с новыми культурами. Вот. Поэтому у нас есть событийный дайджест, который собирает абсолютно все мероприятия, которые будут на неделе. Языковой дайджест существует отдельно, потому что, с одной стороны, мы не хотим создавать слишком много смыслов в рамках одного обращения к аудитории. С другой стороны, нам очень важно подчеркивать, что традиция, заложенная Маргаритой Ивановной Радумино в начале вообще существования нашей библиотеки, это доступ к новым языкам и к новым культурам, продолжает существовать сегодня. Поэтому языковые события, конечно же, мы подчеркиваем отдельно. Вот. Потому что, да, помимо знакомства с культурами, почти у каждого культурного центра существуют языковые события, это, я не знаю, испанский разговорный клуб, итальянский, французский язык, английский, китайский, немецкий. Все эти языки можно выучить в библиотеке иностранной литературы в одном месте. Случайная находка, читающий четверг, иностранка профессионалам, это существующие рубрики, о них я хочу рассказать детальнее, чуть дальше, чуть подробнее, и хочу показать вам на самом деле примеры, вот, чтобы было более понятно, о чем я говорю. Да, я немножко опередила свою презентацию. Если честно, то вас еще ждут примеры событийного языкового дайджеста. Вот событийный дайджест, вы можете увидеть, как это выглядит. Это очень удобно для пользователя. Удобное сообщение. Прямо сейчас, то он мог сразу перейти и зарегистрироваться на событие. Потому что я, опять же, напоминаю, социальные сети — это про скорость. Вот. Я прошу прощения, что я немножечко опередила свой доклад. Виды контента в социальных сетях. Мы составили свою собственную картину этого контента, хотя, конечно, люди, которые погружены в СММ, наверняка знают, что этих типов и видов контента гораздо больше.
Вот, об этом можно прочитать где угодно, но я уверена, что каждый из вас об этом знает. И одно из центральных мест, конечно, занимает партнерский контент, потому что для библиотеки иностранной литературы это, конечно же, приток новой аудитории. Вот, и позже я еще расскажу, почему мы уделяем этому большое внимание. Вот. Существует информационный контент, это понятно, что это дайджест анонса событий, информация о библиотеке. В информации о библиотеке на самом деле, что удивительно, возможно, для сотрудника библиотеки крайне очевидная информация, но для читателей эта информация может быть неочевидной. Нам очень часто поступали вопросы о том, а как вообще оформить читательский билет. Мы со своей стороны считаем, что может быть легче, но для пользователя, для нового читателя это не очевидно и важно им об этом рассказывать, потому что таким образом, отвечая даже на самые очевидные вопросы и понятные, вы наращиваете некоторую лояльность к себе. Вот, ситуативный – это формат кружочков, срочное информирование об изменениях в графике работы. Формат кружочков мы используем в Телеграме, потому что мы начали это делать до того, как появились сторис, которыми мы не совсем можем пока пользоваться, да, как всем известно. А кружочки – это очень про близость со своим читателем. Мы привыкли, что кружочек обычно это то, чем мы делимся там, со своими друзьями, со своими близкими людьми. Вот. А тут библиотека тебе такое отправляет. И нам очень важно сохранять эту близость, культивировать ее. Вот. Собственно, на этой близости основан наш tone of voice. Конечно, мы все равно существуем на некоторой дистанции с нашими читателями, но при этом мы продолжаем о них заботиться. Но забота у нас, она как будто бы между строк. Мы уделяем внимание тому, чтобы наши тексты были максимально понятные, емкие, информативные, чтобы они были дружелюбные и открытые. Вот. Но при этом, конечно же, этим мы не злоупотребляем. Вот. Поехали дальше. Перейдем к случайной находке. Ой, случайная находка – это на самом деле очень большой спецпроект, он очень красивый, и он очень про наших библиотекарей, наших читателей. Сотрудники и читатели иностранки рассказывают о своих случайных встречах с книгой. Это может быть что-то очень неожиданное, вроде того, что я вышел, не знаю, в подъезд и нашел книгу. Эта книга теперь в моей личной библиотеке, и вот я хочу вам об этом рассказать, потому что о встрече с книгами, ты к ней никогда не готов, но это всегда очень запоминается. Вот, у нас уже было больше, на самом деле, чем 22 героя, наверное, около 25. Героями становятся сотрудники и наши читатели. Для каждого из них мы проводим мобильную фотосессию, которая визуально подчеркивает ту историю, которую человек рассказывает. Для нас очень важно, чтобы герой рубрики в момент публикации чувствовал себя хорошо, комфортно, простите мое любимое слово, классно, и это было для него очень теплым воспоминанием о нашей библиотеке. Вот. Эти посты, безусловно, обладают большой виральностью, они очень нравятся нашей аудитории. Вот. Нам радостно, что теперь там не только наши сотрудники, но и наши читатели. Безусловно, в свете моего доклада важно отметить, что мы обязательно подчеркиваем, из какого центра, из какого подразделения сотрудник библиотеки, который сегодня рассказывает вам историю. Сегодня я расскажу вам о 3 таких историях. Позволила себе вольность, рассказывая о своих самых 3 любимых историях. И я очень хочу, чтобы вы перешли по QR-кодам, потому что это здорово. История Людмилы Феноменовой. Она же младший легионер междисциплинарки. История Милы удивительная. Она нашла книжку, в которой было дореволюционное признание любви в письме. Солнце в тот день, когда мы работали над фотографиями, было максимально подходящее для нас. И, на мой взгляд, фотографии идеально передают те ощущения, которые, наверное, испытывают и сама Мила, и наши читатели. Вот, получается такое очень красочное, трепетное высказывание. Вот. Дальше. История Сергея Пономарёва из Академии Рудомино.
Очень приятные синие оттенки в этой истории. История Сережи на самом деле про мужество ребенка и неправильные, а сложное решение. Вот. История случилась, я, если не ошибаюсь, в 80-е годы 20 века. Вот. Сережа поехал на отдых, если я не ошибаюсь, в Крым. Родители дали ему карманные деньги, и, представляете, он не купил себе ничего, кроме книжки. Книжки, кажется, про Севастопольский музей изобразительного искусства. Вот. Ему очень важно было купить эту книжку и потратить все деньги на нее, потому что в его семье есть библиотека по истории искусства. Вот. По-моему, это прекрасная история, она заслуживает внимания. История Надежды Гребневой, Центр культуры англоязычных стран. Надя сейчас работает в библиотеке иностранной литературы в ЦКАСе, но в библиотеку она ходила и до того, как она устроилась сюда на работу, она была читательницей. Вот. Ее история произошла в ковид, какими-то совершенно магическими действиями своими она получила заветную книжку. Вот. Эта книжка до сих пор в фондах, до сих пор в Центре культуры англоязычных стран, и более того, мы нашли пометки в этой книжке. Вот. По-моему, замечательная история о том, о значимости библиотеки иностранной литературы в жизни человека, даже что она устроилась сюда работать. Вот. Фотографии получились у нас вот такими немножечко, прошу прощения, попсовыми, вот, потому что у нас есть в одном из кабинетов замечательная стена с афишами мероприятий, она очень яркая, очень, мне кажется, даже концептуальная в чем-то, вот, получилось очень здорово. Иностранка профессионалом. Я не упомянула в начале своего доклада, когда я рассказывала о деятельности подразделений центров, о том, что у нас существует проиностранка. Проиностранка – это телеграм-канал, которым занимается аппарат генерального директора. Он относительно молодой, относительно других сообществ библиотеки. Вот. В нем собраны, сконцентрированы профессиональные достижения библиотеки иностранной литературы и ее сотрудников. Вот. Долгое время мы чувствовали при службе библиотеки иностранной литературы о том, что нам нужно придумать формат, в котором мы будем рассказывать о том, какие профессиональные достижения случаются в жизни наших сотрудников. Вот. А их, правда, очень много, потому что это и форумы, и конференции, и обучающие программы для регионов России и стран мира. Вот. Долго щупали, искали, и в момент, когда мы делали опрос аудитории о том, что вообще ему интересно, наша аудитория призналась, что вообще-то им очень интересно об этом узнавать. Вот. Так мы пришли к этому формату. Каждую пятницу у нас выходит профессиональный дайджест, в котором сконцентрированы новости именно такого плана. И, естественно, мы отмечаем всегда и ведем трафик на проиностранку, потому что все-таки там место, где все эти новости живут, обитают, где их очень много, где они очень, очень богато описаны. Вот. Подводим итоги недели в рубрике «Иностранка профессионалам». Пожалуйста, вот вы можете увидеть один из примеров о том, как это выглядит, как это заверстано. Вот. Читающий четверг. Это еженедельные книжные подборки из фондов иностранки. Вот. Каждая, конечно же, выходит в рамках каких-то инфоповодов, как внутренним, так и внешним. Внутренние – это, конечно же, инфоповоды, инициированные нашими коллегами. Внешние, конечно же, не исключает того, что к ним, скорее всего, причастны наши коллеги из других центров. Вот, естественно, мы их всегда отмечаем. Вот. Все началось с того, что Центр междисциплинарных исследований и детский зал иностранки провели очень большую, интересную, богатую на смыслы конференцию совместно с Московским политехом «Текст и образ», посвященные иллюстрации и семиотике. Вот.
Нас это очень вдохновило, и мы подумали, а почему бы не сделать по ее итогам какие-то ключевые книжки, которые погрузят человека больше в контекст, да, что этот человек сможет прийти, мы предполагали, да, что он как бы сможет посмотреть эти издания, познакомиться с ними, узнать о них. И так пришла идея в голову о том, что мы не хотим ограничиваться собственными книжными рекомендациями, но хотим при этом, чтобы в рамках этой рубрики существовал какой-то эксперт. И вот в случае с Московским политехом этой конференции у нас действительно был приглашенный эксперт, это Григорий Махашвили. Вот. Он создал просто совершенно чудесную книжную подборку о том, что вообще такое комикс. И это, с одной стороны, очень про конференцию, про темы, которые там обсуждались, но при этом может существовать отдельно. Безусловно, с одной стороны, мы подсвечиваем деятельность наших центров, да, которые приложили очень много усилий для того, чтобы эта конференция вообще осуществилась. С другой стороны, мы показываем, что, посмотрите, мы вообще коммуницируем с другими образовательными, культурными институциями. Вот, что мы мыслим себя, библиотеку иностранной литературы, как место, в котором все гуманитарные дисциплины так или иначе соединяются. О том, что, то, что мы некий центр, некое сердце. И более того, у этого есть абсолютно, даже не знаю, как это аккуратнее сказать, в общем, у этого есть профит, в силу того, что это была интеграция с Московским политехом, коллеги забрали к себе наш пост, разместили репосты, мы, конечно же, получаем новую аудиторию. Вот. На самом деле, наверное, об этом стоило рассказать во вторую очередь, но давайте запомним, что это, с одной стороны, наша постоянная рубрика, но с другой стороны, это и партнерский проект. Вот. Федерико Гарсия Лорка в фондах иностранки. Если коротко, то у нас проходил фестиваль Федерико Гарсия Лорки. Мы сделали замечательную книжную подборку в рамках «Читающего четверга», где экспертом был Мигель Паласио, заместитель генерального директора по международной деятельности. Он на самом деле, без преувеличения, эксперт в области наследия Гарсии Лорки. Мне кажется, он знает примерно все. И в ходе обсуждений мы поняли о том, что все Гарсию Лорку знают как писателя, но при этом никто не знает, что, например, при этом он был еще и графиком, да. И наша подборка была призвана показать всестороннее его наследие, то есть познакомить с какими-то лучшими примерами его биографии, с его графическим наследием, с поэтическим наследием, вот. И в том числе познакомить с новым изданием, в котором Мигель Паласио принимал непосредственное участие с одним из наших региональных проектов, региональных партнеров. Мы сделали издание стихотворений Федерико Гарсия Лорки с шрифтом Брайля. Вот, для того, чтобы люди, у которых есть ограничения по зрению, могли все равно прикоснуться к его наследию и быть с ним знакомым. Вот, теория, практика графического романа – это то, о чем я говорила раньше, немножко забежала вперед, но вот вы можете познакомиться с тем, как это было. Надеюсь, вы это делаете. Так, мне кажется, я уже могу перелистывать. Работа с партнерами, интеграция с культурными учреждениями Москвы и России, а также крупными медиапроектами, издательствами. Об издательствах я уже говорила ранее, что мы делаем с ними розыгрыши, при этом как бы они не только дают нам книжку для того, чтобы подарить ее случайному нашему подписчику, да, и при этом мы наращиваем аудиторию на социальных сетях центров, они еще и пополняют наши фонды. Вот. И, собственно, все эти интеграции, они продвигают даже не... Да, окей, имидж библиотеки как культурного центра. Я об этом говорила ранее, о том, что библиотека иностранной литературы, по крайней мере, мне в своей деятельности представляется таким, не знаю, центром гуманитарных дисциплин. Вот. Ну и к тому же мы стремимся к тому, чтобы наши социальные сети все-таки были, ну, знаете, выполняли
образовательную функцию. Вот, они просто рассказывали, да, о событиях, которые проходят. Чуть-чуть поглубже хочется все сделать. Вот, и это приближает нас к статусу медиаканала. Вот. Ну, соответственно, увеличивает лояльность уже существующей аудитории, привлекает новую, я думаю, это очевидно. И вот немножко о наших партнерах и друзьях. Я о некоторых из них расскажу детальнее, расскажу о том, каких успехов мы добились, и расскажу, конечно же, о том, какие мы допускали ошибки. Потому что без ошибок, к сожалению, ничего не получается, как бы нам того не хотелось. Среди них Государственная Третьяковская галерея, усадьба Муранова, Московский зоопарк, театр на Таганке, кинотеатр «Иллюзион». Вообще эти два партнера, мне кажется, стоят немножко особняком. Я чуть дальше расскажу об этом. Московский политех, Государственный музей Даля, медиапроекты «Я поведу тебя в музей», «Культурные люди» и библиотека Смурыгиной. Немножко об этих медиапроектах. «Я поведу тебя в музей» — это телеграм-канал Натальи Крючковой, это экс-выпускающий редактор журнала The Art Newspaper. «Культурные люди», телеграм-канал главного редактора «Радио Культура», библиотека Смурыгиной — это личный проект Евгении Смурыгиной, главного редактора проекта «Жизнь в Москве The City». День рождения Винни-Пуха. Его мы сделали самостоятельно. Тут просто был инфоповод, и ничего большего. У нас не было даже партнера, но мы постарались сделать этот контент максимально трогающим, потому что, как бы, если он тронет человека, то, скорее всего, контент будет более, скажем так, наберет больше охватов, будет очень высокий уровень вовлечения. И тут мы как бы рискнули, сделали, и обратились за помощью к телеграм-каналам. Ну, как бы, если им понравится, вы можете это как бы забрать, да? Вот. Получилось классно, и немножко о том, как работают в пресс-службе библиотеки иностранной литературы. Мы все люди очень тонко чувствующие, и когда мы работали конкретно над этим постом, над этим проектом, мы немножко плакали, потому что когда ты вдруг заново перечитываешь Винни-Пуха и то, что говорили герои, ты немножечко такой ребенок, и такой думаешь, боже, ну да. Было бы неплохо в целом во взрослом возрасте вот сейчас перечитать это. Дальше. Международный день культуры. Сделали мы его совместно с Государственной Третьяковской галереей. Что удивительно, ну хотя, наверное, не удивительно, учитывая, насколько большая аудитория Третьяковской галереи, в Телеграме мы получили очень большие охваты. Мы получили охваты около 7 тысяч, хотя сейчас у нас подписчиков 3500, на момент публикации этого поста их было меньше. Вот. Мы как бы даже сами не думали, что у этого будет такой эффект. Как вообще у нас складывается отношение с Государственной Третьяковской галереей, почему важен сторителлинг? Дело в том, что однажды в прошлом году, когда у Николая Рериха был день рождения, вдруг пришла замечательная идея. Все ведь Рериха в основном, в первую очередь, понимают как художника, но при этом редко кто вспоминает так быстро о том, что он вообще-то был философом культуры. Вот, я даже сказала, ну да, философ культуры, мне кажется, идеально подходит. И у нас в библиотеке очень богато представлены его теоретические труды, теории и практики искусства и культуры в целом. Вот. И пришла эта замечательная идея попробовать осмыслить и его художественное наследие, и литературное. И впервые мы сделали подборку цитат, в которой он обращается к работникам культуры, то есть мы примерно понимали, в какую аудиторию мы метим. Вот. Получилось классно. Это было начало. Третьяковская галерея с радостью все это забрала, потому что им, по сути, сделали пост, за них, по сути, отработали инфоповод. Вот. Продолжение какое было у этого? 15 апреля ежегодно отмечается Международный день культуры. Его истоки, он берет свои корни, если угодно, у пакта Рериха. Вот, собственно, там берется начало. И мы подумали,
Пакт Рериха. Это же снова повод для того, чтобы продолжить осмыслять его литературное наследие, возможно, немножечко под другим ракурсом. Вот. И мы собрали уже книжки, книжную подборку автором из книг Николая Рериха. И, собственно, вот что у нас получилось. Мы, получается, немножко изменили формат, но по-прежнему сохранили свою привязанность к собранию Государственной Третьяковской галереи. Вот что получилось. Получилось, на мой взгляд, по крайней мере, красиво и эффективно с точки зрения социальных сетей. Всемирный день театра. И тут мы переходим к той отдельной группе партнеров. Это театр на Таганке и кинотеатр «Иллюзион». Дело в том, что мы все находимся в рамках одного московского района Таганского. Вот. И я подумала, что... Не я подумала, я продолжила думать, что на самом деле было бы здорово формировать какое-то единое культурное поле. Да, мы же находимся рядом, было бы здорово дружить. Вот. И создавать вместе вот эти смыслы. Вот. Так у нас появился пост ко Всемирному дню театра, но, конечно же, это только одна из граней нашего сотрудничества. У нас есть и другие форматы взаимодействия. Кстати, про «Иллюзион» забыла отметить, что у нас в библиотеке иностранной литературы Центр культурно-просветительских проектов. Кстати, у ребят есть свои социальные сети, они их очень активно ведут, они активно постят кружочки, делятся какими-то новостями, делают анонсы мероприятий. Они как бы проводят у нас в атриуме, нашем большом красивом атриуме, киночетверги, назовем их так, это вечера, где показывают фильмы из Госфильмфонда, он же кинотеатр «Иллюзион». Вот, редкие экранизации зарубежной литературы, вот, тоже примечательное событие. И, в общем-то, в рамках всего этого, помимо того, что мы делаем постоянный розыгрыш, мы еще и сделали читающий четверг. Вот, и арт-директор выступил нашим экспертом и поделился своим, там, не знаю, топ-5, назовем это так, книжками по не только по теории кино, но и по его истории, уделил внимание локальным школам кинематографическим. В общем, получилось классно. День белого медведя. Мы сделали это совместно с Московским зоопарком. Вот как раз-таки сейчас, наверное, я расскажу про ошибки. Даже не про ошибки, а про то, как важно приобретать опыт и щупать правильные форматы, удобные форматы, чтобы как бы попытаться предусмотреть все возможные варианты. В нашем замечательном детском зале была не менее замечательная выставка про белых медведей и как бы книжная подборка, соответственно. Коллеги подготовили к этой выставке. Это было, конечно, удивительно красиво, трогательно. И как бы инфоповод был очень, очень не более чем весомый. Это как бы День белого медведя, да, если говорить на русском языке. И тут приходит на ум история совершенно чудесного спасения белого медведя из московского зоопарка, теперь уже Диксона, совершенно удивительная, чудесная, трогающая. Вот, и это же очень про защиту белых медведей. Вот, и мы подумали, почему бы нам не сделать вот такой коллаб. Вот, потому что их аудитория в контексте, и, как бы, и наша тоже в контексте, и почему бы не родить что-то совместное. Мы действительно сделали, как бы, на мой субъективный взгляд, нечто трогающее и классное, но мы прогадали, на мой взгляд, с объемом. Собственно, маркетинговая выгода у этого была очень-очень маленькая. Как бы зазор был на привлечение аудитории, да. Вот, как бы одна из целей была. В итоге у нас был минимальный прирост подписчиков. Вот. Не все цели, которые мы ставили перед собой, реализовались, но при этом, несмотря на то, что вот такого выхлопа не было, классно знать, что теперь аудитория Московского зоопарка знает об иностранке, знает о детском зале иностранки. Вот. Ой, прошу прощения. В целом, наверное, я прошу прощения, кажется, слишком долго рассказывала, да?
Окей. У меня осталось видео, но так как я, к сожалению, боюсь, что уже не успею разобраться с тем, как мне сделать звук в видео для того, чтобы вы его смогли не только увидеть, но и послушать, я просто расскажу, что там было. У нас в апреле иностранке исполнится 101 год, и мы спросили у наших читателей и сотрудников о том, что значит для них библиотека, и они рассказали. Вот. Ну, надеюсь, что вы просто потом найдете это видео в наших социальных сетях. Я заканчиваю. Итак, последнее, что я скажу вам, космос внутри. И, пожалуйста, сейчас, прошу прощения, я делюсь ссылкой на Топлинк для того, чтобы вы нашли тоже свою планету.